Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что вот-вот случится по судьбе? Самые яркие, важные, ключевые судьбоносные события в вашей жизни в самое ближайшее время. Случайности не случайны. Если вы увидели это видео, здесь будет личная информация для вас. Итак, давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой-ой-ой, вы посмотрите, какая овечка. Да, она почти в 3 раза больше, чем вы. Со спины к вам подходит. Пока вы тут с каким-то ботинком возитесь, овечка идет, а вы ее не видите, вы ее не замечаете. Это какая-то очень крутая денежная возможность, ресурсная возможность, которая сама идет к вам по судьбе. А вы, значит, с каким-то вот ботинком мудрите. То ли хотите на себя одеть, то ли починить, то ли куда-то вот отправиться, уехать, поехать, кому-то приехать. Вы знаете, этот ботинок, он вообще вам не подходит. Он очень для вас большой, да, в нем неудобно идти, он с ноги будет слетать, понимаете, далеко в таком ботинке не уйдешь. Вы лучше обождите, хотя, в принципе, и ждать не надо. Овечка сама придет и боднет вас, да, слегка в спину, скажет: привет, это я. Ну что, не ждала, да, принимай. Тут деньги идут, денежные возможности. Вот смотрите, недавно прям рыба классная такая прыгала над вашей головой, а здесь уже овца пришла, причем 3 раза больше, чем вы, и еще и пушистая. То есть не надо ждать, пока она вырастет, не надо ждать, пока у нее там шерсть вырастет, уже все готовенькое. Вот бери и начинай стричь, да. Стричь шерсть — это деньги зарабатывай, получай деньги. Может, вам что-то одобрят, какую-то там льготу, субсидию, материальную поддержку. Может быть, у кого-то отыграется, там придет какой-то там заказчик, клиент, скажет: все, там покупаю оптом, либо оплачу там на какое-то время вперед. Может, на работе какой-то интересный проект, и вас именно будут привлекать, потому что вы опытный сотрудник, потому что вы перспективный сотрудник. Да, что угодно, в принципе, может отыграться по этой овце. Новые деньги, новые заработки. Причем в крупных масштабах, объемах. Это то, что вам доктор прописал. То, что вы сейчас затеваете, либо не сейчас, либо вообще не ваше. Вот эти попытки там заработать, туда пойти, с этим поговорить, тем заняться. Вот ботинок точно не ваш, по крайней мере сейчас. А овца уже подходит. Дальше, вот-вот, и разговор состоится. Причем разговор достаточно сложный. Разговор, где вы будете отстаивать свои границы и чертить новые, да, очерчивать новые границы. Ой. Человек, с кем вы будете говорить, если честно, от вас будет в шоке. Человек-то думал, что придет, посмотрит на вас строго, и вы там дрогнете, да, согласитесь на все. А вы там расскажете, где границы, под каким углом, какой высоты, куда заходить, куда не подходить, да. Там человек в шоке будет, и я так понимаю, что ответить нечего. Но зато после этого разговора человек начнет с вами считаться, да, очень серьезно будет к вам относиться и даже немножко побаиваться. Но вам это выгодно, да, вам это выгодно. Пусть лучше боится и уважает, чем переступает ваши границы и топчет ваше достоинство. На место поставите, либо укажете, где место у этого человека. Дальше. Вот-вот новости придут. Новости, которых вы, опять же, не ждете, не ждали, не ждете, вообще об этом не думаете. Но новости, которые буквально освобождают вашу голову от каких-то замков и цепей. Блоки, да, это блоки, это незнание, это, как сказать, то, что вы считаете невозможным, нереальным, недоступным.
Вот это все уйдет. В моменте, да, цепи падут, в моменте замки откроются. Вот придут эти новости. Если честно, у вас даже голова разболится от такого объема информации, информация, которая с трудом усваивается, да, потому что вы до этого времени считали, что это все нереально, что это невозможно. Вы даже об этом не мечтали, вы даже об этом не думали. И ни с кем, наверное, и не разговаривали. А с кем разговаривали, все тоже говорили: ой, даже не думай об этом. Такому не бывать, такое точно не случится. Но я вам скажу, это очень серьезный знак, когда голова в цепях, да еще и в замках. Ну, как бы это больно, да, это неприятно, это ограничение, это вот, знаете, как парализует мозговую деятельность. Но упадет, спадет, уйдет, этого больше не будет. А птиц вы буквально с руки кормите. То есть вот настолько близкие вам новости придут, либо это лично ваши, да, для вас новости придут. Тут я так понимаю, что судьба уже все решила, подготовила, и птиц этих выпустила, да, они уже летят, они уже в пути. То есть сегодня, завтра, послезавтра, да, вот приблизительно в это время ждите. Дальше буква Н. Буква Н. Человек, кого зовут на букву Н, либо фамилия на букву Н. А может быть, человека называют по отчеству, да, отчество на букву Н. Смотрите, с правой стороны этот человек выступает на вашей стороне, и этот человек выступает в виде какого-то громоотвода, да, что-то человек берет на себя, какие-то ваши переживания, какие-то ваши трудности, там, не знаю, вступится за вас, примет решение во благо вас, пожалеет вас в конце концов, да, вот как-то так мне идет. Но вы явно не ждете, потому что буква Н у вас вообще как-то в горизонте лежит. То есть, да, вы знаете этого человека, но от этого человека ничего хорошего не ждете. Вообще, может, и ни хорошего, и ни плохого не ждете. Там ровно ничего не ждете. Но человек будет действовать и будет вашим громоотводом. Что такое громоотвод? Да? Отводит от вас всякие неприятные моменты. Вот, так что это еще и будет приятно. Кстати, возможно, это станет такой прям классной платформой, либо базой для того, чтобы вы друг друга лучше узнали, либо между вами какие-то, ну, достаточно плотные, полноценные отношения завязались. Отношения любовного характера, либо дружеского характера, да, как придется, да, как получится, смотря кто это. Если вы женщина и то женщина, то, понятно, дружба. Если вы женщина, а там мужчина, то, конечно, любовные. Ну, милые сердца, да, может, это не прям любовные, но милые сердцем. Дальше, мои хорошие, показывают слона, который буквально с какого-то дерева листву ест. И он такой голодный, и он такой счастливый, ну, потому что нашел это дерево. Буквально, смотрите, встал на задние лапы, ноги, не знаю, у слона лапы или ноги, наверное. И прям объедает это дерево. На глазах у него животик растет. Ну, слон — это вообще про вас. Да? Слоном могут показать и ваше состояние, и ваше здоровье, и даже ваше финансовое, материальное положение. Видно, у вас какой-то был дефицит, какой-то недостаток был. Ну, допустим, человек мог болеть, либо у человека с деньгами было туго. У человека там неприятности были, да, сонный покой потеряли. Теперь вы нашли ценный ресурс, и вы просто набиваете себе живот и чувствуете себя счастливой, счастливым. Конечно, само в рот оно, к сожалению, не падает. Да? Нужно прям встать на задние ноги, лапы. Я не знаю, как правильно, напишите в комментариях, кто прям разбирается. Нужно постараться, нужно дотянуться и нужно прям набить свой живот. Возможно, вам придется с кем-то пообщаться, с кем-то договориться, где-то что-то попросить, либо где-то побывать. Да? То есть какие-то действия предполагаются. Само в рот не попадет. И если мы говорим в эзотерическом смысле слова, то слон — это достаток. Да? Достаток человека либо семьи. А поскольку ваш слон был худым и несчастным, теперь он начинает кушать, то есть с деньгами у вас все наладится, да, в доме, в семье, в ваших отношениях. Да, вот с деньгами будет лучше, поступят ресурсы, но нужно будет прям постараться. Главное, что вот ресурс обозначен, а вот я думаю, что каждый постарается и каждый сможет самые красивые, сочные листики сорвать, да, и скушать.
Так, еще человек, пятерка, горло душит. А вы знаете, что есть некий человек, у кого к вам просто трехэтажные претензии, и у человека прям, знаете, это жжение в груди, в горле по поводу вас, когда начинает о вас думать, либо о вас начинает говорить, прям жжение идет, вот как не переваривает вас этот человек. Этот человек вас винит, не знаю, во всех грехах, либо в каком-то одном, но очень серьезном. И этот человек прям очень сильно вознамерился, ну, вот высказать вам, да, либо предъявить вам что-то. Человек, от которого вы совершенно не ждете, и человек, которому вы в свое время очень много и часто помогали. То есть, да, какая-то черная неблагодарность вообще мне идет. Вот говорят, сколько ни корми волка, он все равно в лес смотрит, да. Вот приблизительно вот такой волк. Волк, который прям кипит, у него там все выжигается внутри, вот эта вот злоба, агрессия даже мне какая-то идет. Хочет застать вас врасплох, чтобы, ну, как вам деваться некуда было, да. А еще кого-то отыграть, что человек пытается себя сдержать, чтобы при каких-то людях, да, вот это все высказать, чтобы были как свидетели, да, чтобы все узнали, какая вы подлая, что вы вот помогали, но помогали мало, а нужно было много, да. Типа, это не помощь, это подачка, да, вот как-то так мне идет. Ой, ну, я так понимаю, будут разборки. А куда деваться? Да, таких вот шакалов нужно воспитывать, и им нужно в лесу жить, а не среди людей. И понятно, что таких кормить, помогать им не стоит, вообще не стоит. Может, вы уже зарекались и зарекались не раз, но опять на те же грабли наступили. Ну, я вас предупредила, песок вас предупредил. Ну, вот как говорят, предупрежден, значит вооружен. Да? Теперь вы приблизительно понимаете, что может случиться. Кстати, это случится где-то вот на днях тоже, может, завтра, послезавтра. И вот публика, должна быть публика, человек ищет публику. То есть, когда один на один встречаетесь, человек может молчать, вообще делать вид, что ничего не случилось, он сдерживает себя. А вот когда появятся свидетели, публика, вот тогда будет представление, да, выход пафосный. Так, еще. Вот-вот, и дверь какого-то дома откроется. Но откроется не только для вас, но и для всех. И прям идет человеческая река в этот дом, в эту дверь. Что за дверь, не могу сказать. Что за дом, тоже не могу сказать. Ну, может быть, это прием документов. Может быть, это какая-то возможность там что-то приобрести. Либо какие-то другие, может быть, моменты. Ну, вот прям человеческая река. И вы знаете, будет толкучка. Будет много людей, много желающих. И, ну, понятно, в толпе как бы всякое бывает. Там людей ссорятся и вирусами обмениваются. Вам нужно буквально держать руку на пульсе. Вот прям подсоединиться к какому-то информационному каналу, достоверному, конечно же. И как только эта дверь только лишь начнет открываться, сразу реагировать. Все бросать и бежать туда. То есть у вас все должно быть готово. Готово для того, чтобы вот просто сделать этот шаг, да, войти в эту дверь. И если вы немножко замешкаете, там, несколько дней там замешкаете, да, то там уже не пробьешься. Там уже будет столько желающих, там уже будет все катавасия настоящая. Поэтому желательно держать руку на пульсе. Мне кажется, вы знаете, о чем речь идет, вы ждете этого события, вы просто не знаете, когда. Поищите какие-нибудь там чаты, боты, эти платформы, да, где люди могут это обсуждать, либо записываются там в очередь, либо с друг другом делятся этими приблизительными датами, когда там откроется. Вот, вас предупредят, да, если вы об этом заранее позаботитесь, вас точно предупредят, и у вас уже как бы все должно быть готово, что только клич получили, сразу туда, да, чтобы в ряду первых войти и спокойненько все сделать, чтобы потом не было вот этой давки. Так, еще на работе у кого-то будут реформы, скажем так, неожиданные, да. Не потому, что нужно, а потому, что так пришлось. Знаете, всякое может произойти. Я не хочу уточнять то, что я вижу. Вы должны быть просто готовы к тому, что будут изменения. И еще хочу сказать, что каждое изменение – это шанс, это возможность к переменам. Вот.
Может быть, это ваша нелюбимая работа, и вам порядком все надоело. Но вы оттуда не уходили, потому что будущее вас пугало. Вы не знали, будет ли новая работа, сможете ли вы найти новую, будет ли там хорошо, либо будет точно так же плохо. Может быть, вы думаете, что вот там до пенсии дотяну, например, да, что там мне осталось пару годиков, да, до пенсии дотяну, ничего не хочу менять. Всякое может быть. Либо вы, например, уже не верите, что что-то может измениться для вас на текущем рабочем месте. Но мы с вами вот тут овцу увидели, да? Овца все-таки хороший знак, даже вдруг что, вот у вас овца за спиной. А у кого-то может наоборот отыграться, что вас неожиданно могут как повысить, так и куда-то перевести и даже предложить какую-то другую должность. Может, это не будет прям прямое повышение, но это будет какая-то новая интересная должность, где вы получите новые дополнительные знания. Может быть, еще что-то. В общем, по 8 там будут перемены, и перемены крайне неожиданные. Реформы какие-то, в общем, не идут. На работе, в бизнесе, кстати, у кого-то еще может быть. С правой стороны показывают некого человека, который попытается вас обмануть. Причем обмануть, как человек себе думает, не со зла, а во благо. То есть что-то вам либо не сказать, либо сказать противоположное значение. Я не хочу ее расстраивать, либо я не хочу его расстраивать, поэтому правду я не скажу. Благими намерениями, да, руководствоваться. Но это, как ни крути, все равно обман. А вам прям сердце будет прям как ёкает, как вниз проваливается, да, вот как-то странно будет себя вести сердце, либо учащенно забьется. Так, что вы прям за сердце так схватитесь, да, это прям чувствуете, вы почувствуете, что человек обманывает вас. Это не значит, что у вас проблемы с сердцем, это значит, что ваша интуиция очень сильно обострилась. И, опять же, нежелательно человеку верить, потому что это все обман. Обман, и чем быстрее вы это поймете, чем быстрее вы во всем этом разберетесь, тем быстрее полегчает. Да, возможно, чтобы потом не довести вас до действительно проблем с сердцем, ваше сердце заранее вам подсказывает. Да? Вы знаете, интуиция в сердце живет. Дальше. Встреча, общение с каким-то очень-очень сильно умным человеком. Тут человек прям голова круглая, как шар. Человек старше однозначно. И человек, который такой прям, знаете, пропитан знаниями, не знаю, как правильно сказать, невероятно грамотный. Этот человек даст вам такой совет, который вы будете всю жизнь применять, и каждый раз будете этого человека вспоминать добрым словом, буквально молитвой, да. Дай Боженька этому человеку долгой жизни, да, крепкого здоровья и счастья. Прям так и будете говорить. Этот совет, он прям как золотой какой-то, как золотой билет в ваше будущее. Случайный человек, но очень умный, дает вам один совет. И этот совет может изменить не только вашу жизнь, но и жизнь ваших близких. Кто этот человек, я не могу сказать. Может быть, это какой-то специалист, может быть, случайный, рандомный человек, но очень умный, да, попадется вам. Высшие силы знают, как открыть вам глаза, либо как вам передать нужную информацию. Это то, что вам нужно, но не совсем то, что вы просили. То есть, возможно, вы просили какой-то конкретный результат, а высшие силы такие говорят, нет, так не получится. Давай мы дадим тебе совет, а ты этот совет начнешь применять и будешь получать те результаты, которые тебе нужны. Как-то так высшие силы рассудили. Но они же мудрые, им там виднее, как правильно. Это мы с вами тут на этом земном шарике, да, теснимся и многое не знаем, многое не понимаем. Нам кажется, что у нас такие проблемы глобальные. На самом деле все это, знаете, какое ерунда, да, приходящее, уходящее. Все пройдет, и это пройдет. Но золотой билет показан, да, и этот золотой билет, он для вас. Так, еще показывают какого-то рыбака. Рыбак с голыми руками, ни удочки, ничего нет. На удачу, да, рыбак на удачу идет такой, я могу. Да, руками буду ловить, почему бы и нет. Может, там действительно мелко, и рыба прям сама выскакивает. Какая-то идея, да, скорее всего, придет в голову идея, но
что-то вы либо не все знаете про это дело, которое задумаете, либо, ну, опять же, кто-то ввел в заблуждение. И если честно, вот как говорят, новичкам везет, да, такое может быть, у кого-то может проиграться. Но, опять же, везет определенное время. А дальше без знаний, без, скажем так, общего видения будет сложно, тяжело. А у кого-то отыграется, что человек, ну вот всех удивит, да, потому что скажет, я пойду рыбу ловить голыми руками. Все скажут, а, глупенький. Человек вернется, улов принесет, да, может, какое-то разовое везение мне идет. Ну, почему бы и нет, почему бы и нет. Какие-то дары Вселенной вы точно получите, ну, либо близкий вам человек получит. Дальше здесь показана 4. И показано, что некий человек вас уговаривает эту 4 из его рук в ваши руки принять. Ну, либо вдвоем держаться за эту 4. 4 — это отношения, это семья. Да? Обычно это семейные отношения. Может быть, вы в ссоре с человеком, кто, ну, считает вас своей семьей. Может, вы вообще там разводиться надумали. Либо вы считаете, что этот брак обречен, да, либо эти отношения обречены. Ну, вот себя исчерпали, да, ну, чего ждать, на что надеяться. И вы знаете, вот ваш партнер, либо ваша партнерша, смотря кто меня смотрит, буквально таки вас уговорит еще раз попробовать, дать еще один шанс, дать еще одну возможность. Там, ну, все пойдет, да, и уговоры, и умолять будет, и там примеры приводить, и обещания, там клятвы давать, там все будет. И вот, несмотря на вашу принципиальную позицию в сегодняшнем дне, там, на обиду какую-то, на недовольство, вы согласитесь. Вы согласитесь, но вы ничего не будете ждать, да, вы скажете, ну, сейчас до первой, ну, ссоры, и все равно мы разведемся, либо все равно мы разойдемся. Но ваш партнер вас очень удивит. Он будет так стараться, так крепко будет эту 4 держать, и вот решимости хватит надолго. То есть это не разовая акция, это не на неделю, и даже не на месяц, и даже, наверное, не на год. Ну вот, возможно, человек действительно увидел ваше решение, либо очень испугался от того, что вы так решительно настроены на развод, на расставание, что решил вот прям костьми лечь, да, изменить себя, изменить свое поведение, изменить свое отношение для того, чтобы вам доказать, что не отпущу, ты моя женщина, либо ты мой мужчина, я тебя люблю, я не хочу без тебя оставаться, да, вот как жареный петух клюнул, да, и человек будет очень стараться. Стоит ли вам верить? Ну, я вам не советчик, да, вы это все сами должны прожить, да, свой опыт получить. Ну, если человек старается, значит, вы ему нужны, важны, значит, он действительно любит, ну, не хочет вас потерять. Ну, а если человек за старое возьмется, хотя я не вижу, что человек возьмется за старое, ну, как бы вы вольны делать то, что вам нужно. То есть развода не будет, вот. Либо расставания точно не будет. Ваш партнер, либо ваша партнерша очень сильно постарается и сможет вас уговорить. Дальше. Вот здесь у меня человек самолетик в руках держит. Если вы искали какие-то билеты на самолет, вот приобрести, там куда-то поехать, то найдете. С трудом, но найдете. Причем не какие-то, а, скорее всего, самые такие нормальные по цене и по качеству, да, найдете. Если речь идет о мечте, потому что самолеты еще и мечту означают, то вы свою мечту в руках держать будете. То, о чем вы мечтаете, в руках вы держать точно будете. Ну и также, если вы о ком-то мечтаете, да, ну, допустим, я соскучилась, либо мне очень нужно встретиться с тем-то человеком, встреча состоится, обязательно состоится, и даже быстрее, чем вы могли бы об этом подумать. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.